Тувинская горнорудная компания перестала продавать уголь жителям Тувы в выходные дни. Такой слух вызвал серьезное беспокойство у населения. А на фоне выборного периода в соцсетях критиканы начали интерпретировать это по-своему, что и вовсе перестанут частным лицам продавать уголь. В действительности же разрез продолжает продавать топливо, но по определенному графику, по которому компания работает уже который год. С физическими лицами, населением, согласно графику, они работают только в будние дни, с понедельника по пятницу. Есть утвержденный график работы Тувинской горнорудной компании. То есть частные лица, они закупают, то есть им отгрузка с понедельника по пятницу. В субботу в основном юридические лица. Так и было. Не знаю почему. Сегодня утром подняли ажиотаж. Это первый момент. Второй момент. Еще поднимали вопрос того, что лимит отгрузки, то есть не менее 3,5 тонны. В принципе, это связано с техникой безопасности, потому что легковые машины это соблюдение техники безопасности, больше 3,5 тонны. Сейчас, как вы видите, на текущий момент вот этот ажиотаж снят. Здесь, видите, что техники нету. То есть все машины, которые были здесь с утра, им отгрузку сделали. И те, которые малотоннажные тоже. Но дыма без огня не бывает. Ажиотаж вокруг угольного вопроса в республике стоит не один год. Юридическое лицо-владелец Кахемского и Чаданского угольных разрезов не только продавали уголь за саяны дешевле, но и покрывали сопутствующие издержки за счет высокой цены внутри республики. В этом видна недостаточность социальной ответственности компании перед людьми, на чьей земле они зарабатывают свои прибыли. Только в этом году правительству Тувы удалось получить цену в 2220 рублей 10 копеек, ранее стоившей почти 2700 рублей. Мы в этом году договорились с нашими соседями, это Майрыкский угольный разрез, то есть чтобы подстраховаться за счет больших объемов на начальном этапе, то есть будет завоз угля с этого разреза производиться, цена отгрузочная с него около 1000 рублей, и цена будет вот такая же, либо даже ниже на угольных складах. С другой стороны, в угольный вопрос вносят путаницу перекупщики. Закупив топливо, они устанавливают цены абсолютно произвольно, тогда как правительством установлен четкий порядок расчета его стоимости. Тоже просим подключиться вот к таким неорганизованным местам продажи, чтобы тоже проводить рейды совместные и контролировать уровень цен вот таких вот продавцов. Хорошо, мы приняли во внимание ваши слова, мы будем это делать, контролировать цены на, как вы сказали, продажи угля в мешках. Примем все меры для того, чтобы и подключим к этому, в том числе, может быть, и мэрию, и, может быть, даже Гортоп. По ценам, регулируемым правительством, в Кызыле продавать уголь будут по следующим адресам: Таежная 3А, Аюна-Курседи 4, Энергетиков 5А, Правобережная 9, Московская 24А. Только мешками уголь отпускают в Моблагоустройство и банно-прачечном комплексе на правом берегу. Некоторые склады начнут продажу уже с 21 сентября. Ажиотажный спрос формирует появление очередей. То оборудование и то количество техники, которое имеется на топливных складах, оно ограничено. Соответственно, Министерством экономики Республики Тыва и правительством Республики Тыва разработан уже и предложен предпринимателям, которые занимаются отгрузкой угля с топливных складов, займ на пополнение оборотных средств, а также у нас продолжается прием заявок на компенсацию части затрат при приобретении оборудования, необходимого для осуществления деятельности. Ценовая политика правительства одинакова для всех кажунов Тувы. В районы уголь уже завезен. Цена на него меняться не будет до следующего периода регулирования. А Тувинская горнорудная компания работает по обычному графику. Даян Дансурюн, Буян Оюн, Кузел Сарыксерен, Тува 24.